Салим Дасар! С вами ваш учитель Гульнур, и сегодня я научу вас ставить условия на казахском. Сегодняшняя тема наш шарт-рай, условное наклонение. Шарт-рай. Его формула такая. Етестек, глаголу мы добавляем суффикс сасе, который означает слово «если». И потом уже добавляем жиктык шалгал. Например, мен барсам означает «если я приеду». Слово «бару» убираем суффикс «у» и добавляем «са». Мен бар сам. И добавляем жиктык жалгал, так как совершаю действие «я». Также во втором лице, например, если ты приедешь, сен барсан. И в третьем лице ол барса, если он, она приедет. Разберем пример. Сен келсен, мен де келемін. Если ты приедешь, и добавляем вот жиктык жалгал ан, который означает ты совершаешь действие, я тоже приеду. Мен де келемін. Если в первом предложении мы ставим условие, во втором предложении мы говорим, что мы будем делать в этих условиях. Так, теперь отрицательный вид. Как он образуется? В отрицательном етестек добавляем сначала отрицательные суффиксы, такие как маме, бабе, папе, потом уже добавляем условный суффикс сасе, и потом уже жиктык жалгал, в зависимости, кто совершает действие. Так, разберем пример. Мен шақырмасам, сен де шақырма. Вот. Если, вот наша са, если я не позову, шақырма, не везде, так. И добавляем жиктык жалгау. Мен шақырмасам, если я не позову, сен де шақырма. И ты тоже не зови. Вот, де, да, де такие числительные означают тоже. Так, и второй пример. Сіз сұрамасаңыз, біз айтпаймыз. Так, если, вот, сада сұрамаса, вы не спросите, сорама, не спросить. Вот, сұрамасаңыз и наши жиктык жалгау, потому что действие совершает вы, вот, сіз. Сіз сұрамасаңыз, біз айтпаймыз, мы не скажем. Так, и теперь вопросительное предложение. В вопросительном предложении чаще всего это не условие, а совет и предложение. И здесь используют слово «кайтеда», которое означает «а что?» либо «может». Вот. Разберем примеры.